Здравствуйте! Сегодня по традиции время вечерней смены и подведение итогов дня. В республике завершился шахматный фестиваль. В нем принимали участие ученики младших классов и дошкольники, предварительно прошедшие отборочный этап. Организаторами шахматного фестиваля выступили Министерство образования и науки Республики при участии регионального ресурсного центра по работе с одаренными детьми и Республиканского дворца детского творчества имени Белара Кабалоева. Сегодня мы поздравляем победителей, они у нас в студии. Итак, у нас Дариана Бубликова, победительница творческого конкурса фестиваля, Сулейман Шамурзаев, победитель Блиц-турнира фестиваля, и с ними Аслан Джабиев, специалист Министерства образования и науки Республики. Здравствуйте и с победой вас! Спасибо. Ребята, вы пока осваиваетесь, давайте я пока спрошу у Аслана, что вообще из себя представлял фестиваль и задания, которые были в самом фестивале. Вам слово. Здравствуйте. В республике ведется системная работа по популяризации шахмат. Так, в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования было приобретено оборудование по игре в шахматы. Это 110 комплектов для школьников и 10 комплектов для дошкольных образовательных организаций. Там места были, насколько я помню, да, дополнительные для получения навыков? Да. В общем, в рамках этого проекта было создано более 25 тысяч новых мест дополнительного образования по разным направлениям. Это и шахматы, и робототехника, мультипликационные студии, инженерные навыки. То есть этот фестиваль – это еще один этап вот этого проекта, получается, да? По инициативе министра образования Республики Северная Осетия Башарян Людмилы Вячеславовны был организован данный фестиваль, в котором приняли участие все районы республики и дошкольная образовательная организация. А сколько команд всего было? Всего было 17 команд. И возраст у нас там точно? Возраст у нас проходил в двух возрастных категориях. Так. Это 8-9 лет, 9-11. А что было в программе? Вот меня интересует, как блондинку, сами задания. В программу... И кем они были разработаны, наверное, да, стоит сказать? Фестиваль проводился Министерством образования и науки Республики Северная Осетия совместно с региональным ресурсным центром по работе с детьми и Федерацией шахмат. На базе Дворца детского творчества имени Белара Мазаевича Кабалоева. Да. Вот. При разработке данных заданий нам помогала очень сильно Федерация шахмат Республики. Вот. А вы вот сами, когда пробегали эти задания, ну там постфактум, может быть, да, вы ожидали, они сложные или средней сложности, можете сами оценить? Разные, они разные, то есть некоторые были полегче, а некоторые были прям сложные. Давайте ребят спросим. Итак, вам как было, сложно или как семечки щелкали? Сулейман? Мне было не так уж и сложно. Да ты что, вообще? Ну, не прям. То есть зря легко. фестиваль организовали, понимаешь? Хорошо, а вот твои впечатления от участия? Мои впечатления очень хорошие. Ребята? Кто? Ты там с кем-то подружился, кстати? Да. С кем? С двумя мальчиками и с одной девочкой. Я вообще удивлена, что девочки так активно играют в шахматы. И вот у меня вопрос к Дариане. Почему ты когда-то решила заняться шахматами? Или это не ты решила, или это мама, или папа? Ну, я не знала, что я буду заниматься шахматами. А когда мама мне сказала, я такая подумала и сказала, ну, давай буду. И когда я сходила один раз, тогда мне понравилось, и я начала заниматься. Ну, хорошо, но девочки обычно предпочитают танцы или рисование, а тут вдруг шахматы. Может быть, ты Алису перечитала или пересмотрела? Вот откуда у тебя эта идея? Или за кем-то наблюдала, может быть, из знакомых, кто-то занимается шахматами, играет в шахматы? Ну, мама моя преподает шахматы. Ах, вот оно в чем дело. И она сказала, я
давай. И как ты считаешь, вот у тебя получается хорошо? Ну, не так аж, что... Есть куда расти тебе? Да? И вот участие в этом фестивале, оно вот для Сулеймана было все легко, а для тебя как? Ну, тоже практически легко, ну, вот прям чуть-чуть было сложновато. Мгм. Ну, чуть-чуть, это не страшно. Ты с кем-то завела знакомство? И вообще, какие ребята участвовали там? Вот вы можете Там рассказать про них? участвовали мои друзья. Так. эм, И у тебя получилось еще больше друзей заиметь после вот этого фестиваля по интересам, Ну да. да? Ну хорошо, может быть, это было одной из целей проведения этого фестиваля, как вы считаете? Конечно, это именно популяризация шахмат в республике, это развитие его, чтобы дети знакомились, общались и новые знакомства заводили. Это все развитие в республике для детей. А вот что касается родителей, для них было что-то предусмотрено? Да, в рамках Дети фестиваля, заняты? да, также был организован такой небольшой турнир для родителей. То есть они принимали участие, это были такие очень, на самом деле, интересные партии, и было это очень хорошо. Это было очень интересно для всех. А какие современные методы обучения вот сейчас применяются на практике? Да, то есть раньше мы просто ходили в кружки шахматные, да, и там вот были эти столики, ряды. А сейчас как обучают детей шахматам? Обучение происходит так же, как вот и классическое. По классике. Да. Также используются современные технологии. Это различные программы, это игра онлайн, то есть со соперником, который находится отдалении. То есть это очень... Современные технологии очень сильно сейчас вот идут, как бы, и вот это одно из таких качеств, которое позволяет развиваться нашим детям. А вот с кем в обычное время, вот помимо занятий в студии, в кружке, вы играете в шахматы? Сулейман, вот дома в семье с кем-то ты играешь? Да. С кем? Я играю со своим старшим братом Магомед. А сколько ему лет? 14. Так, и кто выигрывает? Иногда я, иногда он. Дариана, а ты? Я Ну, с мамой, играю. понятное дело. И иногда с папой. А папа тоже какое-то отношение к шахматам имеет? Да. Да? Кто? Какое? Он Ну, тоже когда-то профессионально занимался? Он иногда мне помогает. Вот я же особенно хожу на шахматы, и когда мне надо, я его попрошу, и он может мне помочь. Идет навстречу, да. А вот есть у вас какие-то вообще, ну, шахматы это все про комбинации, да? Вот есть у вас какая-то популярная комбинация, которую вы часто применяете в игре? Сулейман? Я применяю в игре дебют лондонская система. Ага, поясните, пожалуйста. Я... Ты понимаешь, я- что даже мы взрослые, да, Я не мы такой уж. очень туманное представление имеем о том, что ты сейчас назвал. Хорошо, Дариана, Ну, удиви зрителей. Наверное, их много. Наверное, их много, и всех не перечесть. А вот раньше были телепередачи, насколько я помню, в советское время. Это были такие шахматы магнитные на доске. А вот сейчас, в современном мире, как можно популяризировать вот эту идею шахмат? Может быть, это кино, вот на ваш взгляд? Потому что это же дело полезное, прямо скажем. Я думаю, само собой, это проводить различные чемпионаты различного уровня и участвовать в них. Также, как вы сказали, это фильмы, какие-то фестивали определенные, вот в данном направлении. То есть. А вот в вашем понимании, что дает эта игра для развития личности? В первую очередь, я думаю, это учит правильно мыслить и излагать свои мысли в нужном направлении, терпению, определенной мудрости в том числе, я думаю, что это все это в общем, это такая
очень разноплановая игра в моем плане. А вы сами, вот, ребят, вы сами замечаете в себе, что вы как-то изменились с тех пор, как стали играть в шахматы? Сулейман? Ну, я когда начала играть в шахматы, у меня начала очень хорошо получаться математика. Ага, а раньше было хуже. Да. Так, Дариана, у тебя? У меня тоже так же. Я начала играть в шахматы, и у меня тоже так же начала математика лучше получаться. И даже стала моим любимым предметом. А вы как-то своих друзей, своих одноклассников уговариваете, чтобы они тоже заинтересовались шахматами? Или вам кажется, что это для избранных вид спорта? Сулейман, не стесняйся, говори. Это спорт не для избранных, а просто Для кого он? Вот кто должен идти на шахматы? для людей, которые очень хорошо знают математику. Ага, это такой замкнутый круг. Дариана. Мне кажется, что шахматы — это для тех людей, кто любит развивать свой мозг, кто очень хорошо любит играть, то есть решать задачи. Вот. Ну, то есть, вот, Аслан, по-вашему, все-таки родителям какого ребенка нужно озадачиться и отвести его в шахматный кружок? То есть ребенок, он должен что проявлять? Интерес к чему? К каким наукам? Помимо математики, например, может быть, какие-то качества в нем заметили и тебе на шахматы, дружок? И я думаю, главное любить играть эту игру в какой-то степени. То есть это игра абсолютно для каждого, и каждый может научиться играть на достаточно хорошем уровне. То есть в моем понимании нет какого-то определенного качества, которым вот только вот по нему должны отбирать идти по шахматы. Абсолютно любой ребенок может овладеть этой игрой на очень хорошем уровне. Кстати, вот женщин в процентном соотношении там сейчас сколько было вот среди этих команд? Ну, Навскидку можете сказать? На все так не могу, но может быть 20%. То есть тут тоже заметен прогресс. Да. А вот такой вопрос, немножко не по теме, но все же, как вы считаете, есть ли место везению в этой игре? Я думаю, да. В какой-то степени возможно. Возможно. Ну хорошо, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. И такой прекрасный пример того, как дети могут любить что-то, увлекаться чем-то и при этом занимать первые места. Спасибо вам за вашу работу, за ваш труд. У нас реклама на канале, не переключайтесь, увидимся во втором блоке. Вчера исполнилось 85 лет со дня рождения режиссера и актера, одного из основоположников остинского кинематографа Батырбека Дзбоева. Все мы знаем и любим его фильмы. Это и «Ах, любовь», и «Мужское самолюбие», и «Жизнь, ставшая легендой», «Прощайте, коза» и «Велосипед». Все сначала. Бабле, как называли его друзья и коллеги, мог расположить к себе людей, как никто другой. От него как будто бы сходил свет. И вот поделиться воспоминаниями о том, каким был мастер при жизни и за что его так любили окружающие, согласился Урузмак Баскаев, известный журналист и актер. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, да. Мне всегда интересно, вот, чтобы человек вспоминал первую сцену, первый момент своего контакта, да? Вы помните это первое впечатление? Когда это произошло? Вы знаете, есть вещи, которые не всегда детально запоминаются, Да. но говоря о Батырбеке, о Бабле, для нас он был Бабле, мы... И, кстати, он сам тоже вот уже настолько привык к этому имени Бабле, что он и говорит, ну, говорите Бабле, называйте Бабле. А есть что это за... Батырбек именно. Это просто сокращение какое-то? Ну да, его, не, в детстве его вот так... Уменьшительно-ласкательно. Да, уменьшительно вот так назвали. Бабле, ну, в селе, когда живешь, то, естественно, там по-разному люди придумывают друг на друга. Но я о нем узнал, когда он еще только-только начал работать в Остинском театре. Это был 1958 год. В 1958 году в Осетию вернулась студия
театральная студия, которая закончила учебу в Щукинском училище в Москве. Это 5 лет учебы. И Бабле был самый младший в этой студии. Вы можете себе представить, студия, которая набиралась в 1953 году, там были ребята и девушки тоже, которые были гораздо старше его, допустим, ну как гораздо, года на 2, 3, 4, а были и более старшие. Допустим, тот же Майрбек Икаев был старше Бабле на 7 лет где-то. Ну да, он один из самых старших был, с 27-го года, Бабле был 36-го года. Ну, естественно, в такой компании, когда выезжаешь в Москву, то Бабле был самый младший из них, и по воспитанию своему он всегда был исполнителем, как сказать, в роли именно младшего. Но это все ребята понимали, это использовали, потом его непосредственность такая, чисто такая вот, знаете, удивительная душевность его, чистота его. Это настолько вот было ярко, настолько вот он был любим всей студией, что любые все эти мероприятия, где проводились вне даже вот учебы, вне чисто таких вот профессиональных обязанностей, а Баблешка был всегда там, ну, самый такой вот необходимый человек, который мог и то сделать, и второе, и третье, ну, как душа говорят, компании. Да, вот по молодости. Он всегда чувствовал свою ответственность перед старшими, даже если на год старше его, он знал, потому что был воспитан в таком духе и в такой семье. У него были То такие... есть даже среди земляков его все равно отличало замечательные это. старшие, его отец, мать, это ну, чудесные люди. И, естественно, там воспитание семейное было таковым, что младший должен всегда прислушиваться к старшим и быть готовым выполнять их любые указания. Ну, иногда, может быть, даже кое-кто этим пользовался и там, ну, шутил или подшучивал. Но еще у него был от природы, конечно, такой удивительный дар, такая непосредственность его. И, естественно, не зря его взяли в студию, ну, разглядели в нем актерский талант, актерские способности. И уже участвуя в студии и непосредственно вот заканчивая студию при Щукинском училище в Москве, а Щукинское училище это всегда славилось своим таким своеобразным профессионализмом и Высокой планкой. Высоким уровнем знаний, Да. и сценических знаний. И Бабле, тем более, с его аккуратностью, с его такой, знаете, вот удивительной преданностью тому делу, за которое он взялся, он, конечно, был один из лучших исполнителей всего того, что задавали педагоги. И его любили все, его любили. Вот мало того, я вам То скажу... есть он даже не вызывал, вот его этот талант, он не вызывал зависть? Я не думаю, что зависть, потому что там такая была студия тогда, такие чудесные совершенно были люди. Они друг к другу относились, как братья, как сестры. Вот это, удивительная студия была. Ну, можете себе представить, Федя Каллагов. Я вот иногда, когда его вспоминаю, когда вспоминаю Хурумова, когда прямо хочется встать и поклониться им. И почему вы так рано ушли из жизни? Вот такой удивительно талантливый состав был. Ну, что не личность, это прекрасный актер или актриса. Ну, Арзета Бекузарова, какая актриса стала, это народная артистка России, слава богу, мы хоть
ну, ваше поколение, может, уже не видело их на сцене. Да. Но для нас они были всегда вот кумирами. И уже когда они вернулись и стали показывать свои дипломные спектакли и так далее, вот тогда мы и разглядели их. Вот этих ребят, там Бабле в том числе. И вот с этого момента началось наше, можем, ну, то есть он-то меня лично не знал, Да. но мы уже его знали. Заочно. Но потом вдруг Баблешка исчез. Куда он делся? Оказывается, его перетянули на телевидение, он перешел туда, начиналось, зарождалось тогда осетинское кинопроизводство. Поверьте, это было такое удивительное Время. событие, Да. перед которым редко кто бы мог устоять. Это потому соблазн, это не просто, а это интересно, это новое дело для нашей культуры. Его надо развивать. А кто должен развивать? Развивать должны те, которые уже профессионально к этому прикасаются, правильно? И совершенно правильно, что он перешел, наверное, на работу на телевидение. Телевидение разворачивалось в 61-м, 62-х годах, вот только-только. И там не хватало специалистов, не хватало тех людей, которые бы могли это новое дело развернуть. Да. Тем более, что надо было учитывать и национальные особенности, и колорит наш, и так далее, и одновременно знать вообще уровень развития телевидения во всем мире. И чтобы не отставать и не быть где-то на задворках, и в то же время не отходить от того, что нас объединяет, что для нас является, в общем-то, органичным. Это наша народная культура, это наша национальная, так сказать, в общем-то, искусство, да, и тому прочее. И вот здесь Баблешка, мы его так и назвали, Баблешка, и оказался, наверное, тем человеком, который был очень нужен. К месту. Нужен, к месту. И на самом деле, вы знаете, начиная работать на телевидении режиссером телевизионных программ, вот как раз в то время уже проявился его талант режиссера, и как автора, и как одновременно и импровизатора даже. Я помню, какой резонанс имел, и вообще как полюбили наши зрители сатирический журнал «Шати-Бати». Так там это авторы были, кто, думаете? Ахурбек Магометов и Бабле Сбоев. Вот они закладывали, и этот журнал сатирический стал, ну, просто вот как сегодня называют хит, там еще какой-то, да, когда песни. Ну, так вот, если сегодняшними там терминами оперировать, то можно назвать как хит своеобразный. И все ждали это. Когда, что же на этот раз? Вот, думаю, что нам покажут? Здесь вот как раз проявился его такой вот именно вот национальный такой чувство национального колорита и отношение к юмору, вот к таким деталям, которые запоминаются. Тем более, что и актеров надо было выбрать для такого журнала, для такого искусства. Это нужны. Но у нас же они были какие. В нашем театре были актеры на все случаи. Талантливейший коллектив, талантливейшая труппа была в Осетинском театре. Я лично, когда в 68-м закончил тоже училище Щукинское и вернулся, для меня было почетом даже вот с этими людьми выходить в массовке, не то что вот так роль играть. Вот настолько я был вот
счастлив, что я рядом с этими удивительными мастерами могу выйти на одну сцену. И Баблешка совершенно так же вот относился к ним, к своим старшим. И тем более, когда у него появилась возможность их пригласить в свою программу, то они делали, мне кажется, такую великолепную работу. Ну, как можно забыть того же Коста Сланова, Гогичева, Саламова, ну, там тех, кто у него там появлялся, это были удивительные актеры. И Бабле как раз вот сумел с ними делать вот ту программу, которая стала, ну, любимой программой для всех зрителей телевидения Осетии. Ну и потом кинопроизводство, конечно. Это было вообще для нас, для Осетии и для всего Северного Кавказа появление телевизионного кинопроизводства – это было революционным событием. Понимаете? Вообще в советское время сейчас многие хаят то, второе, третье, разное. Но в плане развития искусства, национального искусства, национальной культуры, литературы, в том числе и кинопроизводства и так далее, да, телевидение, все это туда входит. В советское время была удивительно мудрая политика велась. И не надо это забывать и очернять это. Я сегодня не чувствую этого со стороны центра российского. Не чувствую. Вы пусть мне простят. Те, которые, может быть, по-другому думают. Я не говорю, простите, в том плане, что, вот это, что я не прав. Нет. Но пусть они задумываются, почему я это утверждаю. Сегодня все построено на деньги. Кто? А какая выгода от этого денежная? А в то время думали не об этом. А какая выгода в плане поднятия национальной культуры, пропаганды национальной культуры любого субъекта всего Советского Союза. Огромной стороны, правильно? И вот как раз, когда по инициативе наших вот, работников, и в том числе Бабле, начали у нас производить фильмы, о нас заговорил весь Советский Союз. И я вас уверяю, это было удивительное вообще-то достижение, чтобы именно у нас был создан центр телевизионного кинопроизводства на весь Северный Кавказ. Мы это заслужили и заработали. Урузмак Бибалаевич. Благодаря таким, как Бабле, там Мирон Тимиряев, там много наших ребят было, эти удивительные люди, и выросли такие профессионалы у нас. Давайте надеяться, что эти времена, они еще вернутся. Дай-то Бог, чтобы они вернулись. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли и поделились своими воспоминаниями и мыслями. Но я хотел бы сказать, что Баблешка, к сожалению, слишком рано ушел. Сегодня 85 лет бы ему было. Я уверен, чтобы он и сегодня был боеспособен. Боеспособен, Царство его небесное. Это удивительно. Спасибо человек. вам за эту память. Реклама на канале, не переключайтесь. Реставрация башенных комплексов не раз становилась предметом обсуждения на нашем канале. Тем не менее, тема остается актуальной и поныне, особенно с учетом развития туризма в республике и растущим притоком иногородних граждан, охотников до памятников древней архитектуры. И сегодня на тему сохранения наследия предков мы поговорим с гостями студии. Это Людмила Габоева, директор комитета «Момент».
точно назову вашу организацию. Директор комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики. И также у вас в компании Тамерлан Цгоев и Хетак Цгоев. Тамерлан Цгоев у нас уполномоченный по правам человека в республике. И Хетак Цгоев вместе с Тамерланом представляет фамильный совет фамилии Цгоевых. Все верно? Сухой-то, да. Спасибо вам, что пришли. Нет, неверно то, что я не директор. Я Так. директор государственного бюджетного учреждения, Так. наследие Алании в ведомственном подчинении комитета. А у комитета есть председатель. Ага, очень правильная Да. ремарка. Да, давайте. Я тоже всегда за подробности. Итак, ну что у нас новенького? Давайте мы про ваш грант поговорим сперва. Да? Вы выиграли грант на что? Что это было? Как вы его выиграли? На реставрацию фамильной башни, да? Все так? Ну, не только, скажем так. Рассказывайте. Если уж про реставрацию башни, то это часть, скажем так, нашего гранта. Грант называется «Память сквозь века», Так. так как мы представляем фамильную организацию, фамильный совет Сройта. И мы озадачились больше тем, чтобы вот сплотить фамилию вокруг. А в том числе башня, как и родовое поселение, как и земли, где многие века, скажем так, которые обрабатывали предки наши, да, это тот, скажем, тот символ, который, вокруг которого, по идее, и может в том числе сплачиваться фамилия. Поэтому мы не безразличны к и нашей башне, и ко всем остальным башням на территории исторического поселения Харищен, да и ко всем башням, которые и в Осетии, и вообще. То есть это ценность, определенная историческая ценность, это наша культура, часть нашей истории, и мы, возможно, фамилией не охватываем все, но считая, что то, что хотя бы от нас зависит, то, что непосредственно касается нашей собственной фамилии, истории нашей фамилии, вот этим мы озадачились и решили двигаться в этом направлении постепенно. Вот, к сожалению, у нас в фамилии нет известных там бизнесменов мирового масштаба, республиканского масштаба и так далее. У нас такая больше интеллигенция, служащие и прочие. Ну, мало кто в Осетии может, в принципе, этим похвастаться. Да, и поэтому мы решили, что будем брать как количеством, так и качеством, и постепенно, поэтапно двигаться в вопросах как реставрации нашей фамильной башни, так и вот вокруг этой фамильной башни территория, которая нам тоже не безразлична. Поэтому подали вот на президентский грант. Но помимо подготовки проектов по реставрации башни, а, собственно, это, если быть точнее, проведение аварийных работ, да, срочных, так называется это, и подготовки эскизного проекта самого поселения Харищен, там, периода середины там, 18-го, может быть, середины 19 века, наверное, ну, в таком как бы расцвете вот остинском, да, получается. Мы много мероприятий заложили. Это и бессмертный полк, шествие, это и субботники на территории вот Харищена, это скамеечки, которые там благоустройство, это дорожные знаки, туристические знаки туристской навигации, это, как это сказать еще, информационные таблички, которые вот совместно с комитетом делаются для того, чтобы обозначить имеющиеся на территории вот этого поселения объекты культурного наследия. Это и могильники, и церкови, и святилища, и там другие башни, сам комплекс целиком. То есть достаточно там где-то около порядка 10-11 вот таких информационных табличек, которые по нашей заявке на грант, они должны быть антивандальные. Да. Потому что опыт установки комитетом вот этой каменной таблички стандартной оказался плачевным. Ее разбили, и в итоге осталось поселение опять без таблички. Вот мы хотим из такого более прочного материала, в том числе. То есть там много всего, там и навес всепогодный для размещения, санузел, это уже чуть за пределами исторического поселения, рядом, как туристическая база. То есть там много всего. Много работы да, вам предстоит. Да. Хетак, а вы чувствуете, что как-то изменилось? Вот, действительно ли сплотила эта фамилию?
Действительно ли внутри фамилии изменились отношения, как-то заинтересовались люди? Это повлияло, опять же, на связи между друг другом? Могу с уверенностью на 100% сказать, что с момента, как начались какие-то подвижки, что по подготовке к гранту, что после, по реализации его аспектов. Во-первых, скажу по себе, что за это время я познакомился с очень многими своими братьями и сестрами. И я думаю, не только я, а многие. Вот и повод потому появился, что, да? Да, потому что одним из пунктов реализации проекта была посадка деревьев к 75-летию Победы. Осуществлялось это мероприятие в несколько этапов, потому что у каждого есть какие-то обязанности трудовые, есть студенты, которые не всегда могли. И поэтому от раза к разу, когда мы собирались, организовывали эту посадку, то есть знакомились друг с другом, сплачивались что среди младших, что знакомились и со старшим поколением. Если говорить так более глобально, вот Тамерлан Владимирович озвучил такую как бы ключевую мысль о том, что это сохранение памяти, что это символ. Я думаю, можно сказать, что то, что наша башня по сегодняшний день есть, это символ того, что есть мы как фамилия. То в каком состоянии она, наверное, свидетельствует о том, что за какой-то определенный отрезок времени мы немного отвлеклись на личное от общего фамильного. И как результат, то, к чему мы придем, я думаю, это будет самым главным свидетельством нашего единства, сплочения и вообще дальнейших. Дай бог. Людмила, и у нас все меньше времени остается. Я хочу успеть вас спросить, на каких условиях вот передают эти башни для реставрации? Да? Кто имеет право заниматься реставрацией этих башен? И кто осуществляет контроль? То есть, ну, вы знаете, как у нас в республике любят достраивать, пристраивать и прочее. Вот эти вопросы, если можно кратко, да. Конца начну, что управление и контроль осуществляет комитет по охране и использованию объектов культурного наследия, он орган исполнительной власти. И это в его компетенции, я думаю, что они с этим сейчас справляются. Но хочу все-таки сказать о мыслях, изложенных в документах ЮНЕСКО, что многие ценные объекты могут быть повреждены или уничтожены по нескольким причинам. Это некомпетентность или неправильное управление, военные конфликты и сиюминутный коммерческий интерес. Я могу еще добавить, что это неправильный подход к сохранению, а именно консервация, реставрация, противоаварийные работы. Думаю, что у нас в республике все-таки мы продвигаемся. Порой это бывает и тяжело, и достаточно напряженно, но уже сложилась и структура, и органов охраны памятников, и управление, и контроль, о чем вы говорили, тоже выходит на другой уровень. Сиюминутный коммерческий интерес, конечно, он присутствовал и будет присутствовать. Да, бывает это. Но на самом деле в соединении с управлением и контролем мы можем преодолеть и это. Потому что вот мне в этом плане очень нравится подход к Мамисону. Долго с преградами продвигается этот проект, но хватило времени, чтобы отсечь сиюминутное от долгосрочного и перспективного. Значит, очень важно, что сейчас уделяется внимание именно разработке проектов реставрации, то есть исследованию объекта. Почему? Потому что любая реставрация, даже противоаварийные работы, это все равно утрата подлинного. А наша задача, мы не занимаемся только прошлым, мы же соединяем это с будущим. Мы для других поколений что-то транслируем. Возможности человеческого разума, технологии. И вот в этом плане я вижу, что у нас какие-то продвижения к лучшему налицо. И я думаю, что вот в этом направлении мне нравится, что ваш проект, он такой многоаспектный. Не замкнулись только на быстром, понимаете, мы настолько устали от руин. Они, конечно, поэтичны, но все-таки сейчас у нас такой порыв именно создать, быстро избавиться, и чтобы руина превратилась в новый объект. Но торопиться нельзя, потому что полноценное исследование – это залог того, что потом при производстве реставрационных работ мы донесем до последующих поколений
всю ту подлинность и память, которая материализуется в этих объектах. Я думаю, что вот таким путем надо идти, все обсуждать, и вот средства массовой информации, в том числе телевидение, это правильно, что вы посвящаете этому много времени. Единственное, что надо раскладывать это на какие-то аспекты, чтобы вот следующая, допустим, встреча была посвящена чему-то другому. Из этой же темы сохранения наследия, но аспект другой, а их очень-очень много. Денег мало, республика дает деньги на разработку проектов реставрации, но полноценный проект – это дорогостоящее занятие. И вот понимаете, как это совместить? Почему? От уровня исследования зависит результат. Спасибо вам. Я рассчитываю, что больше наших зрителей придет к этому пониманию и учтем ваши пожелания. Спасибо за беседу. А вы, пожалуйста, не переключайтесь, потому что на мгновение мы прервемся и вернемся сюда в студию буквально через минуту. Международный день зубного врача отмечаем мы завтра. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, опять же, Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор. И, кстати, в качестве основного движущего элемента была использована прялка. Так вот, с тех пор прошло много времени, и благодаря прогрессу посещение стоматологов, посещение стоматологических кабинетов, оно превратилось, из занятия неприятного и даже немного похожего на пытку, в что-то более или менее приемлемое, скажем так. И сложно найти человека, кто ни разу не сидел в стоматологическом кресле. Но вот сегодня к нам в гости пришел стоматолог Сослан Леков. И на этот раз мы усадили вас, вы усаживаете нас в стоматологическое кресло, Да, мы усадили да, вас в эфирное. да. И будете держать ответ. Спасибо, что пришли, с наступающим. Спасибо большое. Так, наверное, пойдем от общего к частному, пойдем от ухода за полостью рта, потому что вроде бы мы все люди современные и все понимаем, но состояние ротовой полости у многих оставляет желать лучшего. Вот все-таки что сейчас сюда входит, какие этапы? Знаете, как в Азии принято многоступенчатый уход за кожей лица, может быть, и за зубами стоит перейти на такую же систему, как вы считаете? В принципе, уход он предельно простой. Все, что требуется от человека, это знать какие-то минимальный уровень именно профилактики. Щетка, паста. Банально, да. Да. Щетка, паста, да. Можно, конечно, это все дополнить еще ирригатором. Это будет огромный плюс для зубов. Так, ирригатор – это такой ополаскиватель, да? Да, Под напором это жидкость ополаскиватель, подается. да. Обычная вода, как правило, да. А Он если очень мы- компактный, и он легко хранится. В принципе, вещь очень замечательная, но мало о ней знают. Малоиспользуемая. Мало А если используют, выбирать да. между ирригатором и зубной нитью, то вы отдаете предпочтение чему? Конечно, ирригатор. Ирригатор. Почему? Да. Все-таки зубная нить, она травмирует сосочки. И, Десна. Мгм. Да, десневые сосочки. И у всех болевой порог разный, поэтому кто-то зубной нитью прям вот по-хозяйски, Основательно, да. вычищает все. Конечно, это тоже переусердствовать нельзя, но в этом плане ирригатор Спасает. определенно. Хорошо. А средства гигиены еще какие должны быть у нас под рукой? В принципе, этого Вот у вас достаточно. что стоит В на принципе, у полочке? меня стоит зубная щетка с пастой и ирригатор, и все. В принципе, никакими дополнительными ополаскивателями я не пользуюсь, но хуже Смысла от в них них не нет? будет. Нет, почему? Хуже от них не будет. Но опять же, каждый должен исходить из того, какой у него организм, какое у него состояние, какое у него состояние именно пародонта. Поэтому у многих есть склонность к образованию камней, к образованию налета. Конечно, этим людям нужен какой-то дополнительный уход, более интенсивная профилактика. Это все
при посещении врача-гигиениста это все обговаривается, об этом всем пациенту рассказывают. И уже человек, основываясь, конечно, на своих каких-то индивидуальных особенностях. Ну, тут главное дойти до врача-гигиениста. Тут самое главное, да, поэтому мы призываем, пожалуйста, не откладывайте именно профилактика, потому что профилактика всему голова. Вы избежите огромных проблем, огромных, скажем так, затрат, потому что сейчас стоматология очень дорогая, и люди зачастую терпят, и все приходит к какому-то уже фатальному. И тоже, наверное, следует отнести к детям, да? Тот же принцип – вводить своих детей регулярно на осмотры. Конечно, и себя независимо водить, от и детей наличия водить. жалоб. Конечно, конечно. Хотя бы ради профосмотра это нужно делать. А как выбрать правильно щетину, щетки зубной? Не буду сейчас ничего советовать. Это все только после консультации именно с врачом-гигиенистом. Потому что все идет от особенностей. Ну, хотя бы индивидуальных. натуральную, либо синтетику. Натурально вообще бывает? Натурально уже вряд ли кто-то сейчас Да? пользуется. Да, не знаю, может, староверы еще остались, да, поэтому я не знаю. Так, и еще в последние годы очень популярен такой диагноз, да, неправильный прикус. Вот Да, это проблема сейчас. Сколько-то времени я прожила на этой земле и не знала, что у меня есть какие-то тут огрехи, да? А тут вдруг у каждого второго неправильный прикус. С чем это связано? Это больше связано с тем, что я склоняюсь к тому, что пища наша становится более мягкой, и потребностей в длинном жевательном ряду уже по сути нету. И, как правило, у молодежи челюсть, она заметно меньше. Ввиду этого зубки наши при прорезывании уже ограничены в пространстве. И, как правило, идет деформация. Особенно это касаемо зубов мудрости, так называемых. Они у нас прорезываются Которые позже себя очень всех. неприлично ведут? Да, это крайне неприличные зубы. И, как правило, за деформацию прикуса в основном отвечают именно они. Кстати, вы считаете, их нужно сохранять? Потому что многие ценят эти зубы, потому что каждый зуб... Опять же, все по показаниям. Если у человека есть место для прорезывания этого зуба, для постановки его в прикус, то да, но смысла его удалять, Но зачастую конечно, эти зубы, они зачастую, да. прорезываются уже в таком не очень здоровом состоянии, бывают. Ну, опять же, это все от индивидуальных особенностей да. организма, да, насколько организм насыщен минералами и витаминами. Естественно, это все отражается и на зубах, поэтому... У вас есть буквально полминуты, чтобы призвать наших телезрителей прийти к вам на прием, ну, не к вам конкретно, а к стоматологам. Да, это огромная просьба. Пожалуйста, вы избежите огромных проблем с полостью рта. И самое главное, наверное, что в этом, вы будете наслаждаться свежестью и чистотой полости рта. А это бесценно, по-моему. Вы абсолютно правы. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я вам желаю мира, спокойствия в ваших домах и белоснежной улыбки. Всего доброго. До свидания.